период мирного строительства кончился. Начался период освободительной войны с немецкими захватчиками. Вполне уместно поэтому поставить вопрос об итогах войны за вторую половину истекшего года, собственно, за 4 с лишним месяца, второй половины года, и о тех задачах, которые мы ставим себе в этой освободительной войне. Я уже говорил в одном из своих выступлений в начале войны, что война создала опасную угрозу для нашей страны, что над нашей страной нависла серьезная опасность, что нужно понять, осознать эту опасность и перестроить всю нашу работу на военный лад. Теперь, в итоге 4 месяцев войны, я должен подчеркнуть, что эта опасность не только ослабла, не ослабла, а наоборот еще более усилилась. Враг захватил большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, ряд других областей. Забрался в Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом. Угрожает нашей славной столице, в Москве. Немецко-фашистские захватчики грабят нашу страну. Разрушают созданные трудами рабочих крестьян и интеллигенции города и села. Гитлеровские орды убивают и насилуют мирных жителей нашей страны, не щадя женщин, детей, стариков. Наши братья в захваченных немцами областях нашей страны стонут под игом немецких угнетателей. Предпринимая нападение на нашу страну, немецко-фашистские захватчики считали, что они наверняка смогут покончить с Советским Союзом в 1,5-2 месяца и сумеют в течение этого короткого времени дойти до Урала. Факты, однако, показали всю легкомысленность и беспочвенность Малиновского плана. Теперь этот сумасбродный план нужно считать окончательно провалившимся. В одном из обращений немецкого командования к солдатам, найденном у убитого лейтенанта Густава Штигеля, уроженца Франкфурта на Майне, говорится: у тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девушка или мальчик, убивай. Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься навек. Вот вам программа и указания лидеров гитлеровской партии и гитлеровского командования. Программа и указания людей, потерявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей. И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Линки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова.
Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами.